Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. И земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто вас ищет, кто хочет встречи с вами. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Мои милые, не забывайте, что отсыпочка у нас общая, чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не пропускайте. Здесь, конечно, целое поле. Здесь есть очень активные соискатели, желающие вас увидеть, встретиться с вами, и есть более пассивные люди. Ну, наверное, давайте начнем с пассивных. Вот вижу человека, который постоянно смотрит в вашу сторону. Человек с вами на расстоянии, причем расстояние очень дальнее, то есть человек где-то прям совсем далеко от вас находится, проживает и прям живет. Он живет мыслями о том, что будет встреча, о том, что он с вами обязательно еще раз встретится, увидится, не знаю, будет держать вас в своих объятиях. Если вы со своим любимым, в силу обстоятельств сейчас не вместе, и он где-то там в командировке, на службе, может быть, не знаю, живет в другой стране, да, вы только вот недавно друг друга обрели, прям живет мыслями о том, что будет встреча, о том, что вы будете вместе, и будете счастливы, и разговор у вас состоится, и он вам все расскажет о том, как скучал, как страдал, как сильно он вас любит. Это любовь на расстоянии, что тут скажешь? Да, живет и дышит встречами с вами. То есть это его как стимул, путеводная звезда. Вы его путеводная звезда, а встреча с вами — это его цель номер один в жизни. Да. Тут никакие расстояния не смогут охладить его пыл и уменьшить силу его любви. Да, человек действительно вас любит, и вы его мир. Понимаете? Без вас, конечно, даже не знаю, как он и выживет. Даже мысли такой не допускают, что вот не получится встретиться. Может быть, он уже знает день, когда он может вернуться, либо билеты у него уже куплены. Ну, мечтает, ждет, надеется и верит. Да, человек, конечно, очень по вам соскучился. Я думаю, и вы по нему тоже соскучились. Так, еще один человек, который тоже живет как не надеждой, а скорее воспоминаниями. Здесь у человека другой запрос. Знаете, хотя бы одним глазком, еще хотя бы раз в жизни вас увидеть. Человек, который, возможно, профукал свой шанс на то, чтобы быть с вами. Может быть, в свое время как-то плохо поступил, неправильно, опрометчиво, допустил фатальную ошибку. Этот человек не так далеко от вас находится, но, тем не менее, не может себе позволить, либо вы не позволяете этому человеку, либо эти обстоятельства не позволяют увидеться. И он думает, хоть бы одним глазком и еще хотя бы раз. Даже, знаете, вот проскакивают такие слова: увидеть и можно помереть, да, либо можно покинуть этот мир. Это какой-то, может быть, бывший, либо несостоявшийся, да, человек, который упустил свой шанс. Но время уже назад, к сожалению, не вернуть, вспять не отмотать. Вот, хотя бы увидеть, да, такой запрос, хотя бы увидеть, узнать, как вы, что с вами произошло, как вы живете, счастливы вы, есть ли у вас семья. Такой запрос у него идет. Несчастный. Это человек глубоко несчастный, глубоко одинокий, глубоко несчастный. И знаете, здесь такие знаки, которые указывают на то, что он сам, вот как жизнь свою профукал, как жизнь свою проиграл. И теперь вот все, что осталось, это жить воспоминаниями о том, что ушло.
Нет у него никаких ожиданий, что вы там раскроете объятия перед ним, либо что даже разговор между вами может состояться. Просто вот хотя бы украдкой вас увидеть. Может быть, кстати, этот человек вас еще и как в соцсетях разыскивает, хотя бы фоточку вашу увидеть. Ну, пока безуспешно. Пока безуспешно. И вообще мне идет, что этот человек как в какой-то яме сидит, как изолированный, закрытый, либо не выходит из дома. Да, что-то такое происходит очень прям плохое, тяжелое. С правой стороны. А с правой стороны здесь идет какой-то сугубо деловой интерес. Человек, не могу сказать, мужчина или женщина, здесь прям совсем не показали, но у человека для вас что-то есть. Либо человеку есть, что вам предложить. Человек, ну не то чтобы разыскивает, скорее воодушевлен, да, потому что есть что сказать, есть что предложить, и скорее ждет встречи. Возможно, встреча уже назначена, и совсем скоро вы там пойдете, может быть, к своему доктору, может быть, к какому-то юристу, может быть, еще к кому пойдете, вот чисто по деловым связям. И человек вас порадует хорошими новостями, либо хорошим предложением. Да, это есть. Так, еще вижу женщину. Женщина, ну, скорее всего, ваша родственница. Вот она вам всегда рада. Она всегда по вам скучает и очень сильно по вам переживает. Даже если она живет в соседнем доме, все равно есть переживания, все равно нехватка вас присутствует. Может быть, мама, может быть, бабушка, может быть, родственница. Вот какие-то такие мысли, да. Скорее бы ее увидеть, да, скорее бы увидеть. Ну, это очень мило, очень душевно. Дальше идем. Здесь мужчина, с кем вы периодически встречаетесь. Ну, есть такой момент, да, может быть, вы сотрудничаете, может быть, вы там, не знаю, заходите в учреждение, где работает этот человек, может быть, случайно где-то там пересекаетесь. У человека к вам живой интерес. Не могу сказать, есть ли что предложить, но интересуется вами живо. Вы этому человеку как настроение поднимаете, либо просто вами любуется. Как увидит вас, значит, и день у него хороший. Не могу сказать про симпатию, не могу сказать про любовь. Вот он вас правда выглядывает, да, когда же вы придете. Какая цель, тоже не могу сказать. Зачем ему вы, зачем он вас выглядывает. Но мужчина, кстати, очень высокий, видный и, возможно, женатый этот мужчина. Давайте так, либо девушка у него есть, но все равно выглядывает вас. Почему-то мне идет, что у него настроение как-то меняется, когда он вас видит. Даже, может, не общается, просто вас увидел, и вот настроение у него меняется. Может быть, он действительно как-то вас связывает с какими-то положительными моментами в своей жизни. То есть, как я говорила, да, вас увидел, значит, день у него будет удачный, да, либо ему повезет. Такое бывает иногда. Вот, ну, симпатичный, но я так понимаю, что ничего с этим человеком у вас не было, нет и не будет. Да, нет никаких точек соприкосновений. Опять же, чувства у него закрытые вот по отношению к вам. Не могу сказать, что это за чувство. Скорее всего, опять же, вы для него как знаковая персона. Так, еще один человек на лошадке с левой стороны. На лошадке и на драконе. Ну надо же, как его угораздило. Человек чего-то добился, что-то смог осуществить. Успех, карьера, бизнес, деньги. Опять же, какая-то результативность у него повышенная идет. И на лошадке, и на драконе. Где-то этот человек был, а сейчас он возвращается. Очень надеется на встречу с вами. Кстати, девушки, это может быть даже кто-то из родственников. Да? Может быть, это ваш, не знаю, сын 5 получил. Но это, конечно, утрированно. Нет, скорее, как на работу хорошую устроился, либо в вуз хороший поступил. И вот он откуда-то возвращается и думает, скорее порадовать маму. Либо этот мужчина вами был когда-то отвергнут, как несостоятельный, несостоявшийся. Может быть, вы ему там какое-то замечание сделали, что он в жизни ничего не добился.
человек, вот получив результат, мчится, просто мчится и на коне, и на драконе для того, чтобы вам сказать: смотри, какой я крутой, смотри, чего я добился, что я в жизни вот получил, сделал, имею. Кстати, девушки, кто постарше, возможно, этот мужчина с вами когда-то был в паре. Ну, допустим, в институте вы учились, и он за вами ухаживал, либо даже в школе. Человек, который очень многого в жизни добился, и теперь ему очень хочется именно вам об этом рассказать. Показать, рассказать, не знаю, похвастаться, либо, может быть, вам чем-то помочь. И так может быть. Но мне он идет как возвращается. Он возвращается, он думает о вас, он думает о встрече. Он прям живет тоже этой встречей, очень надеется, что все хорошо и гладко будет. Ну, либо вы по справедливости оцените его достижения и результаты. Опять же, вы все слишком разные, у каждого свой отыграется. Но он успешный, он очень успешный. Прям успешнее не бывает. Еще показываю человека, который все глаза уже как истер, да, в поисках вас. Ну, здесь ищет, этот в поиске. Где-то вы с этим человеком познакомились, то ли контакты не оставили, то ли неправильно записал, то ли, может быть, действительно вы там сказали ему там: ищи меня в Инстаграме, либо там ищи меня во ВКонтакте. Вот он ищет, а найти не может. Не может. Глазки прям болят, слезятся. Знаете, он вас таки найдет, но чуть попозже, потому что у него тут витиеватый путь к вам, и, скорее всего, через кого-то он вас найдет. Не напрямую, а через кого-то. Там, может быть, каких-то там ваших друзей на уши подымет, знакомых. Вот так он вас будет искать, и так он вас найдет. Случайный знакомый, может быть, где-то отдыхали, познакомились, может быть, в каком-то учреждении вместе были, познакомились. Вы ему понравились. Вы ему действительно понравились. Нету тут прям любви любовной, здесь симпатия, здесь живой интерес. И вы еще какое-то впечатление на этого человека произвели. Неизгладимое впечатление. Вот ни одна другая женщина его так не тронула, как тронули его вы. Именно вас он что-то особенное рассмотрел. И вот ему прям очень интересно узнать вас побольше, получше. Да, как-то продолжить ваше знакомство. Вот ищет в поисках. Кстати, знакомство у вас так давненько произошло, может быть, несколько месяцев назад. А он все в поисках, представляете? Ищет, не сдается, молодец, настойчивый. Так, прямо перед вами какой-то мужчина хвостом машет. Смотрите, вот он, хвост, видите? Кто-то машет хвостом. Здесь человек и хочется, и колется. Человек у вас перед глазами. Может быть, вы живете рядом, может быть, в одной компании, ну, там, с друзьями встречаетесь. Может быть, он с вами вместе работает, сотрудник, либо, может быть, как захаживает, как клиент, может быть. И прям крутит хвостом, и ему очень хочется, чтобы вы на него обратили внимание. Прям очень хочется. И хочется, и колется. Вы для него слишком крутая. Видите, он пониже, чем вы, стоит, а вы повыше. И вот он прям видит, что вы как недоступная, такая неприступная. А ему так хочется, чтобы вы на него внимание обратили. Я вам даже больше скажу. Может, он специально там по 100 раз на дню заходит в ваш офис. Либо прям у двери там стоит и ждет, либо у окна, когда же вы там выйдете из дома, чтобы бежать вам навстречу. Либо там вас поджидает, может быть, у дома. Может быть, он кого-то просит, чтобы вас почаще приглашали на какие-то вечеринки. Там, когда друзья собираются. Очень хочется, но очень скромный, либо такой, знаете, неуверенный в себе персонаж. Но хвостиком он перед вами виляет. То есть, вот обрати на меня внимание, посмотри, какой я замечательный, да? Дай мне сигнал, чтобы я мог к тебе подойти. А лучше сама со мной заговори, а то иначе я тут сознание потеряю. Да, есть такой мужчина. Мечтает взять вас за руки, посмотреть вам в глаза. Почему-то у него такая мечта странная. Ну и двойку с вами мечтает. То есть куда-то вас позвать, пригласить, вместе вот вдвоем побыть. Так как на свидание возможно сходить. Но тут прям совсем все туго, потому что он очень не уверен в себе. Либо у вас такая репутация, что вы там мужиков об коленку ломаете. Да, что к вам просто так не подойдешь. Есть такое, есть.
Так, и девушки, женщины, мои хорошие, скажите мне, пожалуйста, честно, все ли дела у вас в порядке? Все ли у вас в порядке с вашими там документами, справками, может быть, там налоги? Вот сдается мне, что есть у вас какой-то пропуск минус, либо чего-то не хватает. И вот какое-то официальное лицо вами очень интересуется. Скорее всего, вы какое-то письмо получите, куда-то вас будут звать, приглашать, и с вами будут разговаривать об этом минусе. Вот как чего-то не хватает, как неполный комплект документов, либо, может быть, вы за что-то не отчитались. Здесь интерес чисто вот такой деловой, да, деловой, и здесь не про любовь, здесь не про эмоции, а именно делать дела, либо доделать дела. Вот, вы, пожалуйста, там все перепроверьте, проверьте, либо, если понимаете, о чем говорю, действуйте, иначе, ну, могут быть штрафы, давайте так мягко скажем, да, могут быть какие-то санкции. Вот, не допускайте этого. Здесь официальное лицо в официальном ключе вами интересуется. Ну, в целом у нас очень чудесная отсыпка получилась, такая расстановочка, да. Все мужчины, которые здесь вышли, они смотрят на вас и смотрят в вашу сторону. Вот все до единого. Кто бы ни вышел, с какой бы целью ни вышел, они все лицами смотрят на вас и в вашу сторону. Вы невероятная женщина. И ни одному мужчине уже вскружили голову. А дальше будет больше. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.